8 лет назад Российская Федерация признала независимость Республики Абхазия, учитывая волеизъявление абхазского народа. В ходе всенародного референдума граждане Абхазии сделали свой выбор в пользу политического самоопределения. Этот референдум, наряду с другими политико-правовыми основаниями, и стал базисом абхазской независимости. Российским руководством было принято решение о признании Абхазии в условиях жесткого международного сопротивления. Именно эти факты отметил во вступительном слове о событиях августа 2008 года, а также о роли России в урегулировании грузино-абхазского конфликта, исполняющий обязанности министра иностранных дел Вячеслав Чирикова. Мы живем в удивительное время с вами, наполненное значительными меняющими ход истории событиями. Одно из таких судьбоносных событий произошло 26 августа, все еще недавнего для нас 2008 года. Дипломатическое признание Российской Федерации, Республики Абхазия и Республики Южной Осетии. Эта дата призвана остаться в качестве одной из наиболее знаковых в новейшей истории Абхазии. Мечта поколения абхазов, казавшаяся многим несбыточной, стала реальностью. И мы все очень хорошо помним то эмоциональное состояние, близкое к экстатическому, которое царило в Абхазии 26 августа. В ходе круглого стола было отмечено, что день 26 августа является одним из ключевых в современной истории Абхазии, определяющим основные параметры развития нашего государства. Эксперты высказывали свое мнение о том, в какой политической ситуации оказалась Абхазия накануне развала СССР, какие события привели к августу 2008 и предшествовали решению России о признании нашей страны. Не обошли темы взаимоотношений наших государств на нынешнем этапе, о том, что сделано за последние 8 лет и в каких направлениях наблюдается поступательное развитие сотрудничества. Недавно всем известно, Кабинетом министров Республики Абхазия был одобрен и проект соглашения между Абхазией и Россией о взаимном признании образования и квалификации. И, конечно же, это даст возможность расширения связей в области образования двух государств, в том числе и во взаимном признании дипломов. На основании подписанных документов учреждения образования как Российской Федерации, так и Республики Абхазия разрабатывают совместные образовательные программы, различные научные проекты выстраивают, проводят семинары, большое количество конференций. Ну а самое главное – это то, что создается именно само образовательное пространство. Известные политологи и эксперты делились мнением об итогах прошедшего времени, говорили об углублении интеграции между нашими странами. Сима Аргун, Роберт Ломия, Саид Айба, Абхазское телевидение.